Торжественные линейки и первый звонок сегодня с утра прошли во всех школах республики. Для 57 первоклассников первый звонок прозвенел и в средней общеобразовательной школе сельского поселения Далаково. Впервые за парты сели и 140 первоклашек школы села Нестеровское. Ко Дню знаний дети подготовились основательно, заучив стихи и поздравления. Ну а в школе Марем в Магасе школьники исполнили еще и гимн своего учреждения. Успешной учебы как первоклассникам, так и старшеклассникам желали родные, близкие и, конечно же, их учителя. Подробности в репортажах наших корреспондентов. Сегодня здесь все внимание школьников приковано к торжественной линейке, на которой самые главные виновники – первоклассники раскрывают свои таланты, свой первый день знания. Они отмечают стихами. Непонятно, кто из нас поступает в первый класс – мама или я. Наш букет уже готов. Кто не спит из цветов – мама, а не я. Цветы, воздушные шары и первый звонок. Для 57 учащихся школ он во всех смыслах первый. Ведь для них школьная пора только начинается. Ребята внимательно и с большим интересом наблюдают за происходящим вокруг. Я пришел в первый класс, познакомился со своими одноклассниками. Мне очень хорошо в школе. У меня сейчас хорошее настроение. А почему? Потому что в школе здорово. И потому что там хорошо нужно учиться. А ты обещаешь хорошо учиться? Да, я обещаю хорошо учиться. В этот праздничный день учителям желают оптимизма и терпения, а учащимся только хороших оценок. Хочу поздравить с началом учебного года весь педагогический коллектив. Хочу им пожелать счастья, здоровья и хорошей работы, и спокойствия, как говорится, и больших успехов творческих. Также хочу поздравить всех учащихся, а именно первоклассников, которые у нас сегодня они наглядно, как красиво одеты они у нас. И вот, наконец, звучит долгожданный первый звонок. Этот день волнителен не только для школьников, но и их родителей, которые сегодня в команде поддержки. Каждый год все равно волнение. Видишь, как дети подрастают до неузнаваемости за лето. Готовишься, конечно, чтобы самые красивые были, чтобы среди других таких же цветочков выглядели очень красиво и прекрасно. Волнение, конечно, сильное, потому что 1 сентября и себя вспоминаешь в школе, и старших детей, которые у меня тоже уже позаканчивали школу. И волей-неволей все равно это проявляется в душе. Если первоклассники сегодня только вступили на порог школы и проведут в ней предстоящие 11 лет, то у выпускников дело близится к финишу. Многие из них с будущей профессией уже определились, но, несмотря на это, расставаться с дорогим для сердца учебным заведением не готовы. Это последний учебный год, когда ты приходишь в школу, и время быстро проходит, тебе бывает очень непросто прощаться с любимой школой. В этом году я заканчиваю 11 класс, и когда ты вспоминаешь это, на душе становится очень тяжело, не хочется расставаться с родной школой. Ты понимаешь, что детство заканчивается, дальше будет очень трудно. Если честно, я пока к взрослой жизни не очень готова. Я хочу попробовать стать журналистом. Мне очень нравится эта работа. После торжественной части в школе проходит урок «Моей России». В гостях у учащихся декан филологического факультета Ингушского госуниверситета Магомед Кульбужев. Он обращается с напутственным словом к старшеклассникам. Я считаю, что человечество создало 3 лучшие пословицы. 3 лучшие. Пословицы – это сконцентрированная мудрость. Вот 3 пословицы. 3. Вот, я читал много этих пословиц, но самые лучшие 3 выбрал. Но они с разных языков. Первый – это «Хайды доуджваху», это ингушская. Вторая пословица называется «Идущий осилит труд». Это восточная. Третья – точно так же. «Собака лает, караван идет». Вот я что хотел бы вам сказать, чтобы вы оценили свои возможности, свои умственные способности. Вы знаете, может человек может вмещать информацию, которая вмещает 200 миллионов томов. Вот Аллах вам дал такой ум, и вы должны его реализовать.
Он нам рассказал, как нужно вести себя со своей родиной, республикой, как необходимо вести себя в обществе. Я считаю, что то, о чем он сегодня говорил, в будущем мне обязательно пригодится. Как отмечает директор школы, их учреждение готово принять учеников, и все необходимое для их обучения имеется в наличии. Все лето мы готовились к этому, кабинеты подготовили, школа полностью ремонт закончила, комплектацию закончила. У нас все учителя по всем предметам. У нас немножко иностранный язык. Я сделала заявку, прислали нам человека. Классы оформлены. Я надеюсь, что все у нас получится. Столовая работает, медкабинет, спортзал отремонтировали. Все есть. Перезвон колокольчиков как для школьников, так и студентов – символ начала новой и интересной жизни. Главное, чтобы каждый из них смог найти свое место на этом корабле знаний. Светлана Томова, Сурхо Кусиев. Новости 24.